научить детей безопасному поведению на дороге, снизить детскую смертность и травматизм, а также сформировать у подрастающего поколения культуру безопасного дорожного движения. С такой целью собрались в актовом зале учащиеся начальных классов и их родители. Да, горит зеленый, ясно всем определенно. Светофор тут говорит, переход для вас открыт. Основа безопасного поведения на дороге – это в первую очередь знание значений дорожных знаков, сигналов светофора, правил перехода проезжей части, также поведение пешеходов и пассажиров транспорта. Переходить дорогу можно только в положенных для этого местах. Это пешеходный переход, есть надземный и подземный пешеходный переход. При переходе дороги сначала нужно посмотреть налево и направо. Нужно убедиться, что нет поблизости быстроедущего транспорта и спокойно перейти дорогу. Детский травматизм на дорогах – один из важнейших вопросов, стоящих сегодня в регионе. За первые 9 месяцев 2024 года с участием детей произошло больше десятка ДТП, в которых погибли 4 ребенка, еще 14 пострадали. Дорожно-транспортный травматизм в стране превышает европейские показатели. В России в результате аварий на дорогах с начала года погибли около 700 несовершеннолетних. Часто происходят несчастные случаи, в результате которых травмы остаются на всю жизнь. Поэтому важно с раннего детства научить ребят правильному поведению на дорогах. В школах региона такие профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе. Всегда к печальному исходу ведет привычка тормозить. Переход проезжей части требует внимания и осторожности. Такие мероприятия – важная составляющая системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Они помогают воспитать новое поколение ответственных и дисциплинированных участников дорожного движения. Мадина Цора, Хасан Евлоев, Магаз 24.